Уважаемые соотечественники, мои родные братья, я обращаюсь теперь специально к своим соотечественникам, которые не владеют казахским языком, которые считают себя русскоязычными, которые не по своей вине обрусели. Это страшная трагедия. Родиться казахом, именоваться, писаться казахом, но не знать родного языка. К великому стыду очень много наших соотечественников, которые даже гордятся тем, что они русскоязычные. В их понимании русские это какие-то святыни. Но это все от чего? От того, что они не знают истории. Не знают истории физического уничтожения казахов не русским, а Российской империей. Русские появились позже. Вот давайте сейчас задумаемся, а кто вообще мы, казахи, откуда мы взялись? Мы не пешки. Даже когда распадалась Золотая Орда в 15 веке, казахов было 50 миллионов. Обратите внимание, 50 миллионов. Многие говорят, что казахи сегодня на рода распадаются. Нет. Рода сформировались племена. Из племен сформировалась государственность Алаш. А в Алаш сформировалась нация казак. Казактар. На русском языке казаки. Мы не казахи, мы казаки. Мы казаки. И вот сформировалась эта нация. Да, была Россия. Ну, в 1721 году, когда немец Романов Петр I создал Российскую империю, не создал, а объявил о создании Российской империи, ему нужно было как-то поднимать свой престиж. Ну, во-первых, по размерам территории, во-вторых, по количеству проживающих в нем граждан. Ему в этом помогает крещеный татарин генерал-майор Таукелев. Таукель. А они писали Тевкелев. Он, значит, вносит предложение Петру, что надо захватить земли Средней Азии, надо захватить граждан Средней Азии, и только после этого все начнут бояться Российскую империю. Потому что пока перед Российской империей стоит в качестве преграды казахская нация, Российской империи в Средней Азии, в Сибири делать нечего. Вот Петр I начал первые захваты, первые экспедиции, первые войны. Екатерина II, Фредерика Августа, правильное ее имя, она саксонка по происхождению, она дальше поддержала политику Петра I, заявив, если казаки будут знать свою историю, они захотят, как Чингисхан, снова захватить весь мир. Она была права, потому что Чингисхан это наш прапрадед. Наши великие прадеды Атилла, Едильхан, наши великие прадеды Бабур-хан, основатель империи великих моголов, наш великий прадед Бату-хан, наш великий прадед Тохтамыс, наши великие прадеды султана Османской империи. Много можно их называть. Это неограниченное число имен и фамилий. У нас и великие ученые, предки наши, Аль-Кашгари, Аль-Кушбеги, Аль-Фараби. Аль-Кашгари создал словарь, 2 450 000 слов было в словаре казахских. Отсюда и делайте выводы, насколько богат наш язык. Российская империя делала все, чтобы уничтожать казахов. В 1845 году император Александр II издал 3 указа. 3 указа издал. Первое. О запрещении проживания киргиз-кайсаков по берегам крупных озер, рек и морей. Поэтому нас начали изгонять с берегов Волги, Урала, Балхаша, Зайсана, Иртыша, Еделя и так далее и тому подобное. Второй указ он издал о запрещении преподавания в киргиз-кайсакских школах точных наук. Физики, математики, химии, алгебры и так далее и тому подобное. Разрешил преподавать только начальный русский язык, дело производства и начальную религию. В качестве
проповедников религии к нам прислали татарских мул. Фактически у нас в то время в Казахстане все муллы были татарами. Они проповедовали ислам.